Они будут стоять на страже Московского Кремля. Сегодня в Канаше провожали юношей, которых определили на службу в президентский полк. Так совпало, что сегодня же в России отмечают День призывника. Все еще пока переживаем, конечно, но ощущения были, не знаю, сложно передать, конечно. Радость, гордость была. Я служил в Афганистане, в десантных войсках, старший снайпер. Вот теперь горжусь за сына. Даже скупые на эмоции мужчина в этот день позволяет себе улыбаться. Еще бы, сына определили служить в президентский полк. Позвонили мне за месяц до призыва. Сказали, есть возможность попасть в президентский полк. Нужно прийти, записать заявление и собирать документы. Так как у меня биография чиста, я поступал в военное училище, меня быстро все оформили. Потом были медкомиссии, собеседования. Главное, что должно быть у тех, кто хочет служить в президентском полку, незапятнанная репутация. Также ребят отбирают по физическим данным, росту, весу и внешности. Служить в президентском полку не только почетная, но и ответственная миссия. Алексей Корчагин из Маргаушского района уже справился с этим на отлично. Хотя, признается, временами было непросто. Попал в президентский полк, наверное, скорее из-за того, что у меня хорошая физическая форма. В армии больше всего нравилась боевая подготовка и тактическая. В трудные моменты помогали друзья, товарищи, которых ты находишь там. Хороший командир отделений, командир взводов. Они всегда поддерживают. Тенденция такова, что в президентский полк набирают все больше контрактников. Но, несмотря на это, подчеркивают в военном комиссариате республики, наши ребята всегда востребованы. Валентина Алексеева, Мальвина Петрова, Валерий Резюков. Вести Чувашия.